Гимназия Адымнар все эти дни работает в режиме усиленной безопасности. Здесь обучается 1018 ребят. Каждое утро они проходят 2 этапа проверки. Первый – уличный контрольно-пропускной пункт. Здесь детей досматривают с помощью ручного металлодетектора. Ключи телефона ложим в корзину и проходим. Второй этап на входе в школу. Здесь установили стационарные металлорамки. Ключи и телефоны выкладывают отдельно. А при срабатывании сигнала сотрудники ЧОП проводят доп. Осмотр. Если она пикает, то тебя проверяют еще металлоискателем. И если вот есть что-то в рюкзаке, ты показываешь там какие-то опасные вещи. Начали проверять наличие всего-то, проносит ли что-то в школу такое запрещенное. На этой неделе начали проверять все досконально: карманы, ключи, рюкзаки, циркули и точилки мы уже не берем с собой в школу. Однако усиленные меры вызвали неоднозначную реакцию родителей. В городских пабликах они активно обсуждали очереди, в которых детям приходилось стоять на морозе в начале недели. Каждого надо ученика проверить, это занимает время, поэтому маленько поток задерживается. До этого тоже досматривали детей, но не так строго. А сейчас вот уж конкретно строго. В администрации гимназии пояснили, пропускной режим корректируют. Основной причиной очередей в первые дни стала проверка металлических предметов в портфелях учеников, в том числе канцелярских принадлежностей. Сейчас их дети оставляют в школе. На входе мы усилили с сотрудниками ЧОП, это дежурные администраторы, наши учителя дежурные. Родителям мы порекомендовали канцелярские металлические предметы сдать классным руководителям, чтобы при входе дети не звенели об металлоискатель и об металлические рамки. Также решили разделить потоки младших и старших классов по времени. Одни приходят к 7:10, другие к 7:40. Это позволило избежать скоплений. Я как мама очень довольна тем, что, например, для разведения потоков попросили в разное время детей приводить, что приняты такие меры, как брелочки, значки мы с рюкзаков сняли. Дети иногда задерживаются, конечно, вот здесь, на проходной, а так. Но это же в целях безопасности наших детей, и мы, как родители, только за. Это правильный выбор, надо проверять. Тем более мы сейчас живем в таком мире. В любой день, в любое время может что-то случиться. Усиленный пропускной режим сегодня воспринимается как необходимость, продиктованная вопросом безопасности самих учеников. Опыт первых дней показал, что систему можно дорабатывать без ущерба для учебного процесса. Родители рассчитывают, что это станет не временной реакцией, а частью постоянной системы безопасности в школах. Луиза Сафуанова, Андрей Макаров, ТНВ, Нижнекамск.